Среднее образование и крепкое здоровье. Таким критериям отдает предпочтение призывная комиссия. С этими пунктами у Магомеда Галаева все в порядке. 19-летний студент для дальнейшей карьеры нуждается в военном билете и физической подготовке, поэтому отдать долг родине готов. Комиссия могут вас армию или ужимos. Кезик режим восстановить кезик цава чолдик хотя ахтадасун армию вахч. Сашима мушти дохкары военный билет ходос бах арвала кадади дукахта ходосун. С 1 апреля призывные комиссии начали рассылать повестки и направлять призывников на медобследование. После этого сформируются списки срочников, а призывников начнут отправлять по воинским частям. Срок службы в этот призыв прежний – 12 месяцев. На данный момент проводится работа по оповещению граждан. То есть работа, так скажем, люди отзываются на данный вопрос удовлетворительно. Хотелось бы, конечно, лучше, потому что мы прекрасно видим то, что без военной службы на данный момент трудоустроиться это очень тяжело. Перед армией, как правило, нужно пройти медицинскую комиссию. Сюда входит осмотр 7 врачей, начиная с офтальмолога и заканчивая окулистом. После прохождения медосмотра призывнику присваивается одна из 5 категорий годности. Осмотр проводится в порядке очередности. Полностью осмотр, значит, какие жалобы предъявляет призывник, исходя из того, что насколько он сегодня способен и позволяет здоровье, значит, полностью при осмотре, при обследовании всех необходимых манипуляций, значит, мы делаем заключение. Если у призывника есть проблема со здоровьем, то после медкомиссии в военкомате врачи направляют его на обследование для подтверждения диагноза. Из-за различных патологий, по словам медиков, ежегодно отсеивается около 20% призывников. Это мужчины с инвалидностью или с тяжелыми хроническими диагнозами. И осенью и весной обнаруживается чаще всего это заболевания почек, также кожные заболевания, это с нарушением зрения. К сожалению, участились психиатрические заболевания, аутизм прибавился, раньше у нас не было таких диагнозов. И, к сожалению, участились случаи сахарного диабета. В этом году число новобранцев будет увеличено. По указу президента в 2023 году планируется набрать 147 тысяч человек по всей стране. Под весенний призыв попадают молодые люди от 18 до 27 лет, ранее не проходившие срочную службу. Вступает в силу законопроект о поднятии призывного возраста, о поднятии срока службы. Поэтому хотелось бы призвать граждан призывного возраста подумать, так скажем, о призыве на военную службу, потому что призыв на военную службу на данный период, на весеннюю кампанию 2023 года будет так, как прежде, 18-27 лет. Согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина, весенний призыв продлится до 15 июля 2023 года. Первая отправка срочников из республики запланирована на 26 апреля. Малика Измайлова, Абдуллах Алухаев, Новости 24.